Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев на встрече с жителями Бирликского Айлок-Мыту заявил, что все вопросы на кыргызско-узбекской границе полностью решены в результате совместных переговоров по государственной границе в Ташкенте. В частности, согласована граница с Баткенской областью. На сегодняшний день мы не делимся, говорят, ты или ты должен решить эти проблемы. Если бы мы так решали все вопросы, то остались бы в таком же положении. Так как есть, кроме этого, еще сотни и тысяч деревень, тысячи гектаров земли. Эти же вопросы тоже надо решать. Кроме того, председатель ГКМБ сообщил, что только гражданам разрешено пересекать анклав СОХ. По его словам, тяжелые грузовики не могут проехать. Также добавил, что утверждение о том, что в анклав СОХ был выделен коридор, не соответствует действительности. Мы открыли посты и дали пропуск, чтобы люди могли ходить, ездить на легковых машинах и микроавтобусах до 20 человек. Грузовые машины не смогут проезжать. Оттуда нельзя будут перевозить грузы. В ходе встречи местные жители также задавали вопросы, касающиеся границы. Основные из них родник в Чечне останется под контролем Кыргызстана или нет. Говорили, что кыргызская сторона давно использовала родник. Они согласились по-прежнему обеспечивать водой узбекскую сторону. Мы снова собираемся укрепить наши отношения, но они будут просить открыть еще границы, например, завтра или в другой день. Мы не должны допустить этого. Нам нужно закрыть наши границы. Если хотят, пусть берут нашу воду. Но мы вот уже тысячи лет почитаем память погибших и читаем Коран на этом месте. Здесь есть могила. Граждане, не получившие ответ на вопрос во время встречи, попросили по телевидению передать свои вопросы председателю ГКМБ. Мы проезжаем до наших пастбищ через Шахимардан. Проблема начнется в начале этого сезона. Завтра нужно дождаться открытия этих туристических сезонов. Если в очереди 100 человек, нужно ждать 100 человек. Мы туда идем на работу, и у нас там есть своя доля. Остальные туда только поиграть приходят. Мы находимся среди игроков. В небольшом анклаве есть 4 заставы. Часть людей поднимается на эту гору через анклав. Это становится проблемой. Ташиев должен решить, можно ли разместить в анклаве военную базу или нет. Протяженность границ между Баткенской областью и Узбекистаном составляет 393 километра и граничит с Баткенским, Кадамжайским районами и городом Кызылкия. Анклавы СОХ и Шахимардон расположены в Баткенском и Кадамжайском районах. Айджан Аманова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.